или тогда можем в целом стартовать сейчас? Все, go. Мгм. Добрый день, уважаемые слушатели проекта Climate Skills for Kazakhstan. Мы рады приветствовать вас на очередной нашей лекции. Как вы знаете, мы находимся на второй части наших лекций в области изменения финансы в климате. И сегодняшняя лекция связана с темой рисков и возможностей в изменении климата. И сегодняшний наш особенный спикер, человек с огромным опытом и знаниями в этой области, Виктор Коваленко, это партнер EY. Также Виктор является руководителем практики EY в области устойчивого развития и изменения климата. Я думаю, что сегодня будет очень интересная лекция, потому что Виктор обладает огромным опытом в консалтинге, понимает очень хорошо рынок Казахстана, рынок Центральной Азии, Кавказа, да, ввиду своей деятельности. Поэтому очень много будет сегодня полезной информации, таких очень классных, полезных инсайтов. Поэтому задавайте вопросы, вовлекайтесь. Как всегда, у нас будет доступен чат в YouTube, где вы можете задавать вопросы. После основной части лекции будет возможность Q&A. И также, как всегда, последний слайд у нас будет с QR-кодом для аттенденса. Не забывайте проходить по QR-коду для того, чтобы отметиться о том, что вы сегодня посетили лекцию. Я думаю, что можно приступать. Передаю слово Виктору. Виктор, большое спасибо, что подключились. Слово вам. Да, спасибо большое. Да, что-то прервалось, по-моему. Спасибо большое, Рай. Добрый день, уважаемые участники этой лекции. С удовольствием расскажу сегодня про тематику климатических рисков и возможностей. Если будут вопросы, смело задавайте в чате, будем отвечать по мере возможностей. Значит, давайте перейдем, собственно, к главному. Я себя представлять не буду, меня более чем хорошо представили уже. Климатические риски и возможности. О чем я сегодня хотел бы вам рассказать? Можно следующий слайд, пожалуйста? Собственно, о трех моментах. Это чтобы мы какой-то такой единый понятийный аппарат выработали. Собственно, что это такое, с чем это вообще все едят. Какие есть методологии, инструменты для оценки климатических рисков. И как это все связано с раскрытием данных в финансовой и прочей отчетности компаний, какие есть стандарты для этого и так далее. Надеюсь, что это будет полезно. Собственно, давайте про понятие климатических рисков и возможностей. Можно сразу на один слайд вперед. 4 слайд, да. Немножко теории. То есть климатические риски фактически и вообще риски как таковые. Что такое риски? В данном случае мы говорим риски для бизнеса, потому что я работаю с бизнесом и в некоторых случаях с государством. Риски для бизнеса – это то, что может так или иначе привести к каким-то проблемам в деятельности компании, как государственной, так и частной. То, что может помешать ее деятельности, то, что может стать препятствием каким-то и привести к определенному ущербу. Соответственно, климатические риски – это вот эти все вещи, штуки, вызванные изменением климата. Так или иначе, это вот убытки, ущерб, как для экономики в целом, если мы говорим о климатических рисках для страны или региона, так и для конкретной компании, если мы говорим о климатических рисках для бизнеса. Риски такие подразделяются на два больших типа. Так называемые физические и переходные. По-английски physical или transitional. В чем разница и что о чем? То есть физические риски – это те риски, которые связаны с изменениями именно погодных условий, вызванные изменением климата. То есть это те или иные экстремальные погодные явления, экстремальные погодные условия, которые могут повлиять на деятельность компании и иметь те или иные финансовые последствия. Вот как написано на слайде, прямой ущерб деятельности активам компании, какое-то косвенное воздействие в цепочке поставок и так далее.
Переходные риски – это риски, связанные с процессом так называемого энергоперехода и вообще перехода к low carbon economy, к низкоуглеродной экономике. То есть чаще всего здесь рассматриваются риски регуляторные. Сейчас поясню, что имеется в виду, но также это различные рыночные предпочтения, социальные факторы и так далее. Каждая из этих двух групп, как вы можете видеть на слайде, подразделяется на свои типы. То есть физические риски обычно делятся на систематические или хроник и экстренные, экстремальные даже скорее, или acute по-английски. Ну, как вы видите, то, что написано на слайдах, то есть систематический хроник – это те, которые связаны с неким систематическим или долговременным изменением тех или иных погодных условий, климатических условий и так далее. Например, изменение средней температуры в том или ином регионе, изменение среднего уровня осадков. То есть это обычно не разовое какое-то событие, это обычно какое-то среднее на периоде. А экстренные – это те, которые связаны с внезапными какими-то событиями, которые вызваны изменениями именно погодных условий. Например, наводнения, например, пожары, например, резкие перепады туда-сюда температур и то период сильной жары, то похолодания. Переходные риски, в свою очередь, тоже делятся на несколько категорий. Вот здесь представлены ключевые. А самые, опять-таки, важные из них, которые чаще всего в нашем регионе, скажем так, применяются, используются, анализируются и учитываются бизнесом, это политико-правовые, или их еще иначе называют регуляторные. Вот здесь так или иначе это то или иное регулирование со стороны государства, направленное на то, чтобы, ну, давайте вещи своими именами называть, заставить бизнес снижать свои выбросы парниковых газов, то бишь воздействие на изменение климата, через то или иное регулирование. Здесь существуют различные виды регулирования, как, ну, например, существующая у нас в Казахстане система торговли выбросами, когда государство устанавливает определенные лимиты, выдает квоты на выбросы. Если ты не можешь в них вложиться, значит, идешь на рынок и докупаешь фактически разрешение выбрасывать. То есть платишь таким образом деньги. Цена постоянно подрастает. Таким образом, финансово стимулируя бизнес снижать свои выбросы, потому что иначе будешь нести постоянно растущие расходы. Где-то по схожему принципу с точки зрения воздействия на бизнес работает понятие так называемого углеродного налога. Это то, что предполагается ввести у нас в Казахстане для тех отраслей экономики, которые этой системой не охвачены. Это, соответственно, плата за выбросы. В том или ином виде, об этом чуть подробнее сейчас расскажу дальше в последующих слайдах. Государство также может регулировать косвенно эти вещи через, например, стандарты потребления топлива транспортом, которые автоматически, если мы будем снижать потребление топлива транспортом, это автоматически будет приводить к снижению выбросов парниковых газов транспортом. Стандарты энергоэффективности, например, зданий и сооружений. То есть чем более энергоэффективно должно быть здание, тем меньше энергетических ресурсов оно потребляет. И, соответственно, тем меньше косвенных выбросов парниковых газов образуется при работе этого здания. Это вот то, что называется регуляторные риски. Есть технологические риски. Довольно яркий пример – это, собственно, устаревание технологий выплавки металлов, которые существуют сейчас в металлургии, в связи с тем, что при использовании этих технологий идет огромный выброс парниковых газов, и мир переходит на более продвинутые технологии. Соответственно, ну вот, например, процесс выплавки стали предполагает наличие так называемого доменно-конвертерного производства, когда сначала выплавляется чугун, при этом используется огромное количество кокса, при этом выделяется огромное количество парниковых газов. Дальше чугун уже варится фактически в конвертере с различными добавками, получается сталь. Современные способы производства – это или замена кокса на водород, для того, чтобы в процессе производства чугуна выбросы были или минимальные, или вообще сведены к нулю, или это переход на электростали плавильные печи, где уже из железа напрямую выплавляется сталь, минуя процесс выплавки чугуна.
Соответственно, если у вас завод, работающий по старой технологии, вы его собираетесь модернизировать, в него вкладывать, то эта технология устаревшая, она будет дорожать из-за того, что государство будет регулировать и делать такое производство дороже. Соответственно, вкладываться в него смысла нет, есть смысл модернизироваться. Ну, вот такого плана технологические риски можно найти практически в каждой отрасли. Можно следующий слайд, пожалуйста. Ну, я, в принципе, вот забежал вперед немножко. Здесь для нескольких отраслей, вот для 5 отраслей представлены разные примеры физических климатических рисков. И на следующем слайде не надо переключать пока. То же самое для переходных. Про переходные я уже сказал, забежав немножко вперед. Вот немного про физические поговорим. Очень важная вещь, работая с клиентами нашими, мы часто встречаемся с непониманием или даже неверием в вот эту проблематику и слышим мнение, что ну да, это где-то там важно на островах, например, которые затопят, или где-то там в Европе этому придают значение, а у нас вот тут это все не важно. Нет, это очень важно. Есть вполне конкретные физические явления, которые могут привести к вполне конкретным последствиям, вполне конкретных объектов у нас здесь в стране, а не где-то там в непонятной какой-то для них части мира. И вся фишка в том, чтобы, делая анализ рисков для конкретной компании или для целой экономики, выделить именно те, которые реально могут на нее повлиять. Соответственно, это называется ключевые климатические риски. Остальные откидываются, потому что они на данную компанию или вообще не имеют влияния, или имеют минимальное влияние. И здесь есть вполне понятные, конкретные, интересные вещи. Ну, например, нефть и газ. Ам, Если среди вас есть те, кто, собственно, так или иначе знаком с процессом добычи нефти, то вы знаете, что есть понятие буровой раствор, есть понятие, когда в пласт закачивают воду с различными примесями для того, чтобы повышать давление в пласте и выдавливать нефть оттуда. Соответственно, если у нас в регионе пропадает вода, пресная в принципе пропадает, ее нет куда взять, и ближайшая точка, откуда ее можно привезти, километров 500-600, то это очень даже влияет на расходы на конкретной скважине, повышая их, потому что воду для закачки или для этого раствора нужно доставлять теперь на большое расстояние. Вот климатический риск, вот его влияние. То есть это не что-то абстрактное где-то там, что вымрут ежики, ну я условно сейчас говорю. Это конкретное влияние на конкретный бизнес. Далее, если у нас, например, резкие перепады погодных условий, то высокая температура, то низкая. И зимой это проявляется в том, что чаще экстремально низкие температуры появляются, потом резкое размерзание. Это риск обмерзания скважины. Да, с этим тоже придется что-то делать. Это конкретные расходы, которые нужно понести бизнесу. Дальше, например, если это электростанция тепловая, неважно какой тип, на угле, на газе, она атомная или еще какая-то, ей нужна вода для охлаждения. Если пересохло находящееся рядом озеро, нам воду брать неоткуда, нечем охлаждать оборудование, приходится его выключать. Вот сейчас жара, я думаю, если новости читаете, то в разных регионах мира видели, что останавливались целые энергоблоки, потому что или не хватает воды для их охлаждения, или, как, например, вот в совсем недавней истории с остановкой энергоблока одного в России, что вода, которая находится в озере для охлаждения, сама по себе настолько горячая, что она не способна остудить оборудование. Соответственно, приходится выключать энергоблок. Я не знаю, насколько это правдивая версия, сам не разбирался, но она похожа на правду. Соответственно, в каждой отрасли везде так или иначе может быть тот или иной риск. Например, у нас в Казахстане, я знаю, что в нефтегазовых компаниях некоторых проводился такой анализ, и там учитывался такой риск, как рост средней температуры в конкретной вот географической координате, где находятся объекты добычи этой компании. И последствия для бизнеса какое? Хорошо. Начиная с какого-то момента, с какой-то точки этой температуры, людям работать в определенное время суток на открытом воздухе станет или невозможно вообще, или очень тяжело. Соответственно, нужно менять или график сменной работы
вводя, своего рода какую-то сиесту, когда люди не могут работать на открытом пространстве, или закупать какую-то особую спецодежду, или делать что-то еще. Так или иначе, это расходы. Вот где эти риски проявляются в бизнесе, и вот где их влияние. Можно следующий слайд. И сразу же следующий. Естественно, у любого риска всегда есть последствия в виде возможностей. Да? То есть так или иначе, понятно, что есть риски, с которыми нужно работать, нужно так или иначе бизнесу минимизировать их влияние на себя, но так или иначе есть и определенные возможности, которые дает вот то, что сейчас вокруг происходит. Ну, например, если мы пытаемся оптимизировать потребление ресурсов, энергии, воды, для того, чтобы минимизировать влияние риска, это вообще-то и определенная экономия расходов в том числе. То есть мы экономим, например, там ту же электроэнергию, более эффективно ее расходуя, и, соответственно, мы параллельно снижаем выбросы. Если мы пытаемся производить более энергоэффективные продукты, происходит или услуги, происходит то же самое, тот же самый принцип. Если мы, например, на старых производствах чего-либо, каких-либо промышленных товаров, металлов, да, там, сырья, это производство модернизируем под современные стандарты производства и экологии, практически всегда там есть, в кавычках, попутный эффект в виде снижения выбросов тех же парниковых газов. Да, то есть так или иначе, это тоже все дает некие возможности для бизнеса. Ну и плюс производство новых продуктов. То есть если бизнес видит, что то, что производил раньше, перестает пользоваться спросом или становится очень дорогим, то, соответственно, начинается движение в сторону того продукта, который менее дорогой. Один из хрестоматийных примеров – это европейский переход на электромобили. То есть буквально вот на днях я читал статистику, что в той же Германии количество машин выросло на руках у людей, зарегистрированных машин, а количество транспорта на дорогах уменьшилось. Да, то есть это интересный такой феномен, но внутри него сидит в том числе, скажем так, изменение, вызванное тем, что в странах Евросоюза, в частности в Германии, владельцы машин на двигателе внутреннего сгорания, помимо всех прочих налогов и платежей, должны платить еще и за выбросы СО2, которые эти машины выбрасывают. Соответственно, с какого-то момента эксплуатация такой машины становится невыгодной по сравнению с тем же электромобилем. Люди пересаживаются на электромобиль или на общественный транспорт, чтобы экономить деньги, банально экономить деньги. Для автопроизводителей, где здесь возможность, начинаем смотреть в сторону того продукта, который пользуется большим спросом. Вот и все. Можно следующий слайд. И следующий. Да, немножко про методологию. То есть, так или иначе, климатические риски уже стали частью применяемых в мире, скажем так, общепринятых стандартов как управления, то есть то, что называется corporate governance, так и отчетности. Вот здесь представлены на слайде две таких вот методологии или стандарта, активно используемых в мире. Один TCFD слева – это фактически стандарт отчетности о вот этих самых климатических воздействиях и их финансовых последствиях для компании. На текущий момент этот стандарт уже заменен новым стандартом MSFO S2. MSFO – это международные стандарты финансовой отчетности. То есть теперь с этого года климатические риски и воздействия и финансовые последствия становятся частью финансовой отчетности. То есть, условно в кавычках, бизнес уже не отмажется от этого, придется отчитываться. Соответственно, почему я говорю об этом здесь? Потому что для того, чтобы включить в публичную отчетность, корпоративную отчетность соответствующее раскрытие данных, нужно эти данные сначала иметь. А для того, чтобы их иметь, нужно наладить учет соответствующих факторов и данных внутри компании. Нужно эти самые риски, возможности и воздействия идентифицировать, определить их воздействие, посчитать финансовые последствия этого воздействия. Только потом мы можем о них отчитаться. Соответственно, переход на
стандарты отчетности, он заставляет, вынуждает бизнес и организации вводить у себя анализ, учет всех этих вопросов и факторов. Похожим образом работает инициатива CDP, раньше назывался Climate Disclosure Project. Это крупнейшая в мире инициатива, своего рода база данных или даже рейтинг компаний, используемый большинством крупнейших институциональных инвесторов мира, то есть те, кто фактически дают деньги бизнесу, и используется для того, чтобы определить, насколько качественно бизнес управляет своими климатическими рисками, какие у него выбросы парниковых газов, за счет чего, какие цели по снижению и какая стратегия по работе со всем этим добром. В этом рейтинге участвует очень много компаний, в том числе многие наши казахстанские компании, подавая на ежегодной основе туда анкеты. Дальше CDP их обрабатывает и рейтингует компании с точки зрения их перформанса по баллам от A, высший балл, до E, низший балл. Поэтому называется рейтинг. И вот почти 40% баллов в этом рейтинге дается за как раз вот не дается, даже относится к вопросам, связанным с управлением климатическим риском, управлению возможностями соответствующими, и к тому, как компания проводит анализ различных сценариев, как они могут на нее повлиять. Можно следующий слайд, пожалуйста. Одну секундочку, я закрою дверь. Секунду. Такой маленький перерывчик получился. Собственно, важный момент, который нужно отметить, это каким образом вообще эти риски определить и, главное, каким образом оценить то, как риски на нас, как на организацию влияют. Для этого существует так называемое понятие сценарный анализ. Существуют различные сценарии для того, чтобы моделировать и считать физические климатические риски и переходные. Собственно, сценарий используется для того, чтобы мы могли посмотреть, хорошо, какие последствия будущего влияния тех или иных рисков на нас могут быть, что нам с ними делать, ну и соответственно, количественно оценить вот это самое воздействие. Для физических климатических сценариев используется чаще всего, неправильно говорю, для моделирования анализа физических климатических рисков используется чаще всего сценарии IPCC по-английски или МГИК по-русски. Если я правильно расшифрую, это международная группа экспертов по изменению климата, работающая при ООН. На ежегодной основе они обновляют глобальные климатические модели, из которых можно вытащить данные для конкретных регионов. И фактически эти сценарии показывают реакцию климата Земли на то, как будет меняться концентрация парниковых газов в атмосфере нашей планеты. И применяя тот или иной сценарий из этих в его последствия в конкретной географической координате или группе координат для нашего данного объекта, можно проанализировать, что будет, соответственно, вот с нами, по какому сценарию можно пойти в данной конкретной координате и какое влияние может быть на наш объект. Если анализировать переходные климатические риски, то там есть различные группы сценариев. Чаще всего используют две группы. Это вот представленные здесь на слайде IEA, Международное энергетическое агентство. В основном их используют для промышленности и для оценки влияния на экономики страны в целом. В финансовом секторе есть своя группа сценариев, NGFS, если я не ошибаюсь, расшифровывается как Network of Greening Financial System. То есть здесь, соответственно, сценарии направлены на то, как себя поведет вот та самая концентрация парниковых газов в атмосфере и климат в зависимости от тех или иных
климатических политик стран, то бишь регулирования, где оно будет внедряться, насколько оно жесткое будет, какие именно у него цели будут стоять. И с точки зрения того, насколько амбициозные планы будут у человечества, у региона, у страны во внедрении климатически чистых технологий. И, соответственно, в зависимости от того, какой вот уровень амбиций принимается, ну, например, компанией, которую мы анализируем, дальше по сценарию, в зависимости от ее текущих выбросов парниковых газов, можно посмотреть, какое на нее будет влияние. Естественно, этот анализ, это довольно серьезное моделирование, довольно серьезный такой макроэкономический анализ, сценарный анализ. Для этого есть даже специальное программное обеспечение. Но вот если очень-очень кратко, то я вот рассказал о том, как это устроено. Можно следующий слайд? Немножечко про сценарии расскажу. То есть, если мы говорим еще раз про анализ физических климатических рисков, вот эти самые IPCC, здесь вот та картинка, которая была представлена на предыдущем слайде, расшита более подробно. Эти сценарии представляют собой так называемые траектории развития экономики и развития человечества, socio-economic pathways, в зависимости от того, какой концентрации выбросы парниковых газов достигнут в атмосфере. Потому что чем большая концентрация, тем больше парниковый эффект, соответственно, тем больше меняется температура на планете, соответственно, тем больше тех или иных погодных изменений, экстремальных погодных явлений может происходить. Ну вот здесь эти сценарии, их основных 5, расшифровываются вот следующим образом. То есть высокий уровень выбросов, так или иначе выбросы продолжают расти плюс-минус, скажем так, aligned с тем, как они росли раньше, исторически, без каких-либо политических изменений, что приведет к тому, что средняя температура на планете повысится примерно на 4 градуса к середине столетия. Вот. И, соответственно, воздействия физические будут существенны. Следующий сценарий, вот группа даже сценариев SSP 3-7 обозначают, что к середине века выбросы будут там от высокого до среднего уровня, то есть пик примерно на середину века придет, а дальше выбросы начнут снижаться, и тогда мы к концу столетия достигнем потепления примерно на 3 градуса. Соответственно, воздействия будут чуть-чуть меньше. Ну и далее по уменьшению, вплоть до самого вот синенького сценария, очень низкие выбросы, то есть что к середине века выбросы сократятся примерно до нуля. Это означает, что температура средняя на планете, она все равно повысится, потому что уже определенная концентрация накоплена, но это повышение будет в пределах 1,5 градусов Цельсия. Вот, собственно, что означают эти сценарии. Теперь немножечко подробнее о том, можно дальше, что означают сценарии, связанные с переходными рисками. Да, вот тут так называемые RCP сценарии, расшифровывается как Representative Concentration Pathway. Собственно, они ориентированы на то, какой будет уровень радиационного воздействия в атмосфере в среднем к концу века текущего, в зависимости от того, какая концентрация выбросов парниковых газов будет находиться в атмосфере. И это, соответственно, то, что у нас слева. Справа, соответственно, сценарий уже для определения переходных рисков. То есть они чаще всего рассматриваются следующим образом. Человечество ничего не делает, и все развивается как шло. Человечество исполняет обязательства, которые у большинства стран есть в рамках Парижского соглашения об изменении климата, и выполняет свои обязательства по так называемому определяемому на национальном уровне вкладу, АНУФ. То бишь, до 2030 года
в рамках обязательств, взятых по Парижскому соглашению, каждая страна пытается ограничить свои выбросы вот тем обязательством, которое она на себя взяла в этом ОНУФ. И дальше, после 30-го года, тренд продолжается. Как будто бы Парижское соглашение продолжает действовать и дальше. Если ранее в серии лекций не рассматривался этот вопрос подробнее, то вкратце скажу, что задача Парижского соглашения об изменении климата установить для стран обязательства по сокращению выбросов таким образом, чтобы к середине века у нас рост средней температуры на планете, среднегодовой температуры на планете удержать в пределах 2 градусов, а в идеале ограничить его 1,5 градусами. Соответственно, вот остальные сценарии, они отталкиваются от этого. То есть тот же самый, например, сценарий так называемого ниже 2 градусов означает, что климатическое регулирование в мире должно быть усилиться для того, чтобы заставить экономики снизить выбросы настолько, чтобы вот это ограничение удержать в пределах 2 градусов. Это означает, что выбросы нужно снижать еще больше. Есть сценарий так называемый net zero, то есть самый такой амбициозный, когда к середине века выбросы, совокупные выбросы на планете должны быть минимизированы, то есть достигнуть net zero. Это не означает, что выбросы устранены абсолютно, и нигде в мире ни одна тонна парниковых газов не выбрасывается. При нынешних технологиях человечества этого невозможно достичь. Но это означает, что выбросы снижаются везде, где можно, до максимально возможного с точки зрения технологий доступных уровня. А дальше разница между этим уровнем и нулем компенсируется. Компенсируется за счет проектов по поглощению парниковых газов из атмосферы, прежде всего СО2, и удалению. Ну, например, самый банальный пример – это увеличение площадей, поросших лесами и деревьями. Почему? Потому что деревья поглощают углекислый газ из атмосферы. Соответственно, если мы выполнили климатический проект, где на определенной территории посажен какой-то объем леса и рассчитано, сколько он в год будет поглощать, вот это как раз величина и может ставиться против выбросов на аналогичную величину где-то в индустрии, скажем. И они друг друга компенсируют. Здесь выбросили, а здесь поглотили. Вот когда мы снизили до максимально допустимого уровня, а разницу таким образом компенсировали, вот это понятие называется net zero. Можно следующий слайд, пожалуйста. Собственно, немножко про инструментарий. Я тоже вкратце об этом сказал, что есть различные инициативы, есть различные климатические модели, инструменты для анализа климатических рисков. Ну вот здесь несколько представлены тех, которые часто используются, те, которые публично доступны. Пожалуйста, их можно использовать, их можно применять в работе ваших коллег по анализу климатических рисков. Можно следующий слайд, пожалуйста. И следующий. Про раскрытие данных. То есть я говорил вначале, что это немаловажная составляющая всего процесса, особенно для бизнеса. То есть если бизнесу требуется делать какую-то отчетность и раскрывать какие-то данные, это будет вынуждать налаживать процесс учета и анализа этих данных и, соответственно, снижения воздействий. Вот если мы говорим о стандарте TCFD, повторюсь, который уже заменен на MSFOS-2, но суть у них осталась та же. Собственно, задача стандарта регламентировать, как в публичной отчетности компании должна раскрываться информация о корпоративном управлении и, в принципе, управлении в отношении рисков возможностей, связанных с климатом. То есть задача компании, которая по этому стандарту готовит отчет, это описать, какие климатические риски мы для себя выявили, которые являются для нас существенными, то есть могут существенно повлиять на нашу работу,
почему именно эти, а не остальные, и как мы пришли к этому выводу, какова наша стратегия по работе с этими рисками, как это все встраивается в общую нашу систему корпоративную управления рисками, какие у нас показатели и цели в отношении этих рисков, в том числе наших выбросов и их снижения. Вот та информация, которая вкратце требуется для раскрытия. Можно следующий слайд? Об этом я уже вкратце говорил, что с этого года в рамках МСФО, международных стандартов финансовой отчетности, появилось два новых стандарта, МСФО S1, МСФО S2. Первый S1 направлен на то, чтобы компании раскрывали информацию о рисках в целом в области устойчивого развития, то есть не только климатических, и том, как они могут повлиять на бизнес, какие у этого финансовые последствия. S2 – это профильный стандарт, который говорит именно о климатических рисках, и вот TCFD влился именно в него. Соответственно, сейчас в мире происходит процесс внедрения этих стандартов. Казахстан тоже должен будет рано или поздно их внедрить, потому что теперь это часть МСФО. Очень многие биржи уже или обязались внедрять эти стандарты, или внедряют, или внедрили. Соответственно, компании, которые листятся на этих биржах, должны будут готовить такую отчетность и раскрывать соответствующие данные. И так или иначе мы ожидаем, по крайней мере, что в течение ближайших нескольких лет эти стандарты уже массово придут и к нам. Можно следующий слайд. В ближайших нескольких лет, это плюс-минус 26-й, может быть 27-й годы. Здесь представлена схема, которая в целом по миру работает, скажем так. То есть с 1 января 2024 года эти стандарты все приняты, они начали работать. Мы клиентам рекомендуем с 2024 года начните собирать информацию в соответствии с этими стандартами. Начните готовиться. Начните проводить гэп-анализ, так называемый. Что у вас есть, чего у вас не хватает, чтобы этим стандартам подготовить отчетность. И с 2025 или 2026 года начните уже потихоньку отчитываться, какие-то данные раскрывать. Это вам позволит подготовиться к тому моменту, когда стандарты окончательно внедрят. И, по крайней мере, все это отрефлексировать, пропустить через себя и быть готовыми. Собственно, это, если я не ошибаюсь, да, был последний блок, который я хотел представить. Можно тогда слайд, пожалуйста, на тот слайд, где у нас QR-код с посещаемостью. Я несколько заключительных вещей скажу перед тем, как мы перейдем к Q&A-сессии. То есть, еще раз, климатические риски с точки зрения своих принципов ничем особо принципиально не отличаются от любых других рисков, которые могут повлиять на деятельность компании или экономики целой страны. Это что-то, какие-то события, которые могут произойти и привести к ущербу, к финансовым последствиям, операционным, репутационным и так далее. Вызываются эти риски последствиями изменения климата. Самая большая сложность для организации, для компании, организации на текущем этапе развития всей этой повестки – это выявить эти риски, определить то, как в действительности они могут повлиять на деятельность компании, и таким образом выделить те, которые существенны, откинув все остальные. И далее начав с ними работать. То есть хорошо, мы их определили, дальше что с ними можно делать. Вот с этого момента начинается обычный, понятный для любой нормальной фирмы процесс управления рисками. Например, риск того, что у нас не станет денег. Так называемый риск ликвидности. Фирма, которая хочет существовать завтра, она же как-то с ним работает, она что-то пытается с ним делать. С того момента, когда она определила, из-за чего у нас может быть нехватка денег, в каком размере и каким последствиям это приведет, дальше она начинает этим риском управлять. Тут подход точно такой же. И немаловажная часть состоит в том, что в мире уже появились и будет расти количество различных стандартов и регуляций, которые стимулируют бизнес к тому, чтобы снижать влияние
рисков, снижать свои выбросы и к тому, чтобы отчитываться об этом, собственно, в публичном поле. Вот, пожалуй, те вещи, которые я хотел сегодня во время этой лекции отразить. Готов поотвечать на ваши вопросы, если они есть. Рай, коллеги, у нас, Назира, есть какие-то вопросы в чате или еще где-то? Да, давайте я вот сейчас задам вопросы. Подскажите, пожалуйста, какую сертификацию по ESG вы рекомендуете? Это очень широкий вопрос. То есть ESG – это понятие, ну, как минимум из этих 3 букв вы можете понять, что в себя включает очень много различных вещей. Поэтому здесь нет какой-то единой сертификации, которая может покрыть абсолютно все. Есть сертификации, связанные со знанием систем отчетности. Есть сертификации, связанные с тем, как выстроить процессы управления в бизнесе, там ISO-сертификаты так называемые. Например, 45001 по вопросам охраны труда, промышленной безопасности. Например, 14001 по вопросам системы экологического менеджмента. Например, серии 14061, 64, 67 о том, как управлять выбросами парниковых газов и источниками, как инвентаризацию проводить. Соответственно, если интересует эта сфера, то обучаться надо по применению этих стандартов. Есть сертификации, которые в целом готовят людей к тому, чтобы понимать, что такое климатические риски, как с ними работать. Ну, например, сертификация SCR, Sustainability and Climate Risks. Есть сертификации в области анализа финансового последствий таких рисков. Таких несколько в мире. В частности, я знаю, у ООН, организации UNEP, FI, есть какое-то обучение и сертификации в области управления экологическими и социальными рисками и оценки их последствий. Вот, то есть чего-то такого вот одного, что вы отучились, получили бумажку и говорите, теперь я офигенный специалист в ESG, такого не существует. И существовать, я считаю, никогда не будет. Как, например, не может быть одного водительского удостоверения, которое разрешает человеку управлять мотоциклом и фурой или автобусом. Потому что совершенно разные подходы к управлению. Спасибо за ответ. Еще один вопрос. Какие последствия может повлечь in-compliance компании стандартам отчетности по климату? Случаются ли такие кейсы в практике? Ну, конечно, встречаются. Как я сказал в начале и повторил, по-моему, повторил несколько раз в процессе лекции, что здесь нет никакой революции, здесь нет никаких, ну, на мой взгляд, здесь нет никаких вещей, которые где-то там в какой-то части мира вот важны, а нам тут надо выживать. Для нас это вообще не важно, не принципиально. Мы, может быть, когда-нибудь лет через 50 к этому придем. Нет. Когда мы определяем климатические риски, определяем, какие из них существенные, мы исходим из того, что реально может повлиять на нашу деятельность. Соответственно, если есть стандарты, которые нас обязывают отчитаться об этом всем, и мы, соответственно, не отчитаемся об этом всем или сделаем это неправильно, то могут быть санкции. Ну, например, можно косвенные санкции какие-то in-compliance отметить, можно прямые. Сейчас есть одна из передовых инициатив в Евросоюзе. У них есть такая директива, которая называется CSRD, Corporate Social Reporting Directive, согласно которой крупные и средние европейские компании, удовлетворяющие там определенным критериям, с 2025 года обязаны в своей отчетности корпоративной раскрывать информацию об устойчивом развитии, об ESG-рисках, влияниях и их последствиях. И, соответственно, каждая страна устанавливает свои санкции за невыполнение этого требования, но есть общеевропейские, это как штрафы для должностных лиц, так и, например, там, запреты компаниям участвовать в госзакупках, санкции со стороны финансовых регуляторов и так далее. Есть косвенные вещи.
Например, я лично здесь у нас в Казахстане встречался уже с клиентами, которым отказывали в финансировании на зарубежных рынках капитала из-за того, что у них не было рейтинга, ESG-рейтинга, в частности рейтинга CDP, или там был низкий балл. То есть у их потенциального поставщика капитала есть запрет на работу с такими компаниями. Все, им денег не дадут. Также в моей практике совсем недавно, вот в этом или в прошлом году, были кейсы, когда один из крупнейших клиентов, покупателей продукции компании, требовал, чтобы она получила ESG-рейтинг, причем не меньше, чем определенный уровень, иначе они не смогут дальше с ней работать. Вот вам вполне конкретные, понятные кейсы. Спасибо, Виктор. Еще несколько вопросов. В 2020... Да, я извиняюсь, София, я уже открыл чат, вижу вопросы, всё, могу, хорошо. в принципе, сам тогда комментировать. Так, вижу, что мы второй вопрос пропустили. Да, вы совершенно правильно понимаете, что скоро появится стандарт МСФО S3 как раз в сфере биоразнообразия. Да. Четвертый вопрос. Вижу, что в 2022 году Центральный банк России выпустил документ, где они анализировали существующие климатические риски и меры по регулированию подхода. Как вы считаете, нужен ли такой документ от Нацбанка Казахстана? Нужен, он уже в драфте есть, но не от Нацбанка. То есть у нас, в отличие от России, регулирование немножко по-другому устроено. Есть АРФР, агентство по регулированию финансовых рынков Казахстана, которое подчиняется Нацбанку, да, но именно оно является регулятором для банков, страховых компаний, брокеров и так далее. Оно устанавливает правила. Так вот, у этого агентства есть с прошлого года дорожная карта в области ESG, в рамках которой, ну, если так вот суммировать, планируется 3 основных блока регуляторных, скажем так, требований для банков и финансовых структур Казахстана выпустить. Первый – это требования по обязательной отчетности в области ESG. Это уже выпущено. По-моему, со следующего года такая отчетность должна стать обязательной. Но требования уже выпущены. То есть то, кто должен, как должен формировать отчеты, каким образом. Второй блок – это регулирование того и требования того, как, каким образом, прежде всего банки, а дальше и страховые компании и прочие финансовые организации должны внедрить ESG-факторы в свой процесс управления рисками. Если говорить про банки, то в том числе в процесс, собственно, кредитования. И это включает в себя в том числе расчет углеродного следа портфелей банков, что по сути дела означает, что банки должны начать учитывать информацию о выбросах парниковых газов теми компаниями, которым они выдают кредиты. И из топ-5 банков я точно знаю, что как минимум 3 уже это делают у нас здесь в Казахстане. Соответственно, третий блок в рамках этого регуляторной дорожной карты – это подготовка к так называемому климатическому стресс-тесту, когда регулятор будет анализировать, насколько кредитные портфели банков наших казахстанских устойчивы вот к тем самым климатическим рискам, которые являются существенными для нашей страны и для бизнеса в нашей стране. Скорее всего, по крайней мере, по опыту других стран, в результате этого стресс-теста будут какие-то меры воздействия, где-то банкам потребуется дополнительный капитал, где-то, возможно, регулятор какие-то нормы регулирования усилит, может быть, что-то ослабит для того, чтобы стимулировать зеленое кредитование. То есть тут я уже не знаю, конечно, но это у нас уже происходит. Это не Нацбанк, это агентство АРФР. Следующий вопрос был про СИБАМ. Да, ввиду внедрения СИБАМа, какие меры нужно предпринять казахстанским импортерам? Это не импортеры, а экспортеры на самом деле. СИБАМ это, если коротко и сжато, это импортная углеродная пошлина или налог. То есть при импорте определенного продукта на территории Евросоюза импортер должен заплатить за деньги за те выбросы парниковых газов, которые были выброшены при производстве этого продукта. Все. Вот если вкратце, то это работает так. Соответственно,
чем более углеродоемкий продукт, то есть чем больше выбросов СО2 было сделано при его производстве, тем он будет дороже стоить на рынке Евросоюза, потому что при импорте нужно будет заплатить больше денег. Соответственно, это снижение конкурентоспособности для производителей тех продуктов, которые попадают под СИБАМ. Пока что там 6 видов продукции. С 2026 года этот перечень может сильно увеличиться, расшириться. Сейчас там это сталь и металлопродукты, ферросплавы, алюминий, водород, электроэнергия и, по-моему, удобрения. Ну, соответственно, можете оценить, что под действие этого всего добра попадают экспортеры этих продуктов из Казахстана, которые их импортируют в Евросоюз. Что делать? Снижать свои выбросы, снижать углеродоемкость своей продукции, потому что иначе придется платить в Евросоюзе. Здесь также еще одна часть этого вопроса. Могут ли углеродные офсеты стать одним из инструментов? В случае СИБАМа нет, не могут, потому что СИБАМ работает по аналогии с европейской системой торговли выбросами, а там углеродные офсеты не принимаются вообще. Соответственно, углеродные офсеты можно применять для того, чтобы компенсировать свои выбросы в целом, отчитываясь об этом. Скорее всего, мы в Казахстане придем к тому, что в рамках нашей СТВ будет позволяться какую-то часть выбросов компенсировать офсетами, но в рамках СИБАМа нет. Ну, на 6-й вопрос, мне кажется, я уже ответил. То есть, еще раз, пруденциальное регулирование уже начинается. Оно вот уже практически здесь у нас в Казахстане, только не Нацбанком, а агентством. 7-й вопрос, интересный вопрос. IFRS FSA Level 1, 2 связаны с новыми стандартами IFRS S1, S2 или они разные? Да, связаны. IFRS Foundation очень активно продвигает вот это обучение и сертификацию FSA, и там как раз есть сейчас то ли один, то ли уже 2 уровня экзамена, которые посвящены в том числе знанию S1, S2. Так, но из тех вопросов, которые есть в чате, по-моему, я на все ответил. У нас еще есть 7 минут. Так, вот появился 8-й. Да, вот, Виктор, от меня вопрос по поводу молодого поколения. Расскажите, пожалуйста, поделитесь опытом, как может вовлекаться в повестку изменения климата молодежь, так как проект все-таки был направлен на вовлечение молодого поколения в повестку. И вы как эксперт с большим опытом, и особенно учитывая, что вы из 4-ки, да, и очень много ребят к вам приходят из университета, да, вот какие у вас будут рекомендации, какой опыт, и, может быть, сможете как-то смотивировать именно посмотреть, да, в сторону этой тематики для ребят, которые, может быть, вообще об этом до этого не думали. Окей, понял. Так, это довольно комплексный вопрос, я его попробую с нескольких сторон, скажем так, отработать. Первая, пожалуй, рекомендация – это, как бы она сейчас ни прозвучала, ребят, это что нужно снять розовые очки. То есть проблематика изменения климата и климатических рисков и все, что с этим связано, это то, что невозможно решить просто по хотелке человечества. То есть вот по щелчку. Вот надо срочно что-то сделать, бизнесу стать зеленым и пушистым, все полностью закрыть, убить, устранить, все заставить ветряками солнцем, и у нас резко наступит счастье. Ну, к сожалению, это невозможно. Так не получится. Есть объективная реальность. Но при этом всем есть обратная сторона медали, что очень многие современные технологии производства, продукты, в особенности в нашем регионе, очень энергоемкие и, соответственно, очень углеродоемкие. И задел для того, чтобы даже с современными технологиями их внедрять и снижать таким образом выбросы, он огромен. Соответственно, бизнес, компании могут сделать очень много. И вы, приходя на рабочие места в этих компаниях, можете достичь некой критической массы тех людей, которые об этом задумываются, и стимулировать бизнес к тому, чтобы внедрять более энергоэффективные, менее энергоемкие,
менее углеродоемкие продукты, услуги и так далее. От банальных вещей, начиная с себя, например, меньше, скажем так, пользоваться там, дизельными, бензиновыми машинами, больше пользоваться электротранспортом, общественным транспортом, самокатами и так далее, там, где это разумно и нормально. Меньше потреблять воды, света, опять-таки, в разумных пределах, до каких-то глобальных вещей, когда вы получаете возможность влиять на политику компании. У нас был пример, который вот иллюстрирует только что то, что я только что сказал. Когда молодой человек собирался к нам в компанию устроиться здесь, в Казахстане, и потом прошел все собеседования, потом вдруг отказался, потому что, говорит, вы стимулируете нефтяников и металлургов продолжать работать и загрязнять нашу планету. Чем? Тем, что вы с ними работаете, оказываете им услуги. Ну, камон. Во-первых, мы с ними работаем, ну, по крайней мере, наша группа Sustainability, как раз чтобы стимулировать их декарбонизации. В этом суть наших услуг консалтинговых, и он шел именно в это подразделение. Во-вторых, нужно помнить про объективную реальность, что основа нашей экономики пока что, к сожалению, это нефтегаз и металлургия, а не что-то другое. И, соответственно, нужно начинать с этих вещей. Еще один момент, который хотелось бы отметить, это с точки зрения просвещения, работаете со своими коллегами, со своим кругом общения, со своими родителями, родственниками, со старшими коллегами с работы, с тем, чтобы помогать устранять вот то, что по-английски называется perception, по-русски, по-моему, правильно переводится как предубеждение, о том, что проблема изменения климата надумана. Еще раз, она где-то там, в Европе вот такие продвинутые, богатые об этом парятся, а нам тут вот надо вот выжить, и поэтому нам плевать на все это. Нет, оно, текущее лето, паводки, все, что происходит вокруг последние полгода-год, очень сильно показывает, что проблема не надуманная, она есть. Но просто не надо думать, что мы все завтра умрем, если сегодня срочно не перестать, например, пользоваться транспортом, есть мясо, использовать электроэнергию и так далее. Нет, так не будет. Но если не начать предпринимать действия сейчас, то потом, когда вы станете взрослыми, будет гораздо хуже, сложнее, дороже это все поменять. Поэтому есть какие-то вещи, которые не так влияют на наш бизнес. Условно, рост среднего уровня океана, он очень сильно повлияет на островные государства, их затопит просто. И он очень слабо повлияет на Казахстан, только косвенным образом. У нас нет моря, открытого океана. Вот. Но такие вещи, как рост средней температуры, уже очень сильно влияют на нас из-за того, что все меньше воды для орошения, засухи и так далее. То есть есть вещи, которые существенные, есть вещи, которые несущественные у нас, но существенны где-то в другом месте. Поэтому здесь нужен здравый смысл. Это, пожалуй, вот второй момент. Третий момент, который бы я отметил, есть сейчас понятие climate economics. Это довольно комплексная такая дисциплина, что ли, я бы сказал, или область, где соединяется знание и понимание того, что такое энергетика, как она связана с промышленностью, как это все работает, что такое выбросы парниковых газов, изменение климата, климатические риски, как оно связано с первым, и каким финансовым последствиям может приводить, если ничего с этим не делать, то есть связь этого всего с экономикой. Вот climate economics или climanomics – это вот новая такая область, в которой можно и нужно обучаться и учиться, связывающая вот эти три вещи в одно. Такие специалисты сейчас в гигантском дефиците. Я могу вам сказать, что когда мы ищем себе персонал молодых ребят, например, в Казахстане или сейчас особенно в Узбекистане, очень тяжело найти ребят, которые что-то понимают в этой области. В принципе, очень тяжело найти ребят, которые готовы в этой области учиться, готовы развиваться. Соответственно, если вы это начнете делать, вы будете востребованы на рынке труда побольше. Вот, пожалуй, так на этот вопрос отвечу. Есть еще какие-либо вопросы? Судя по всему, в чате нет. Да, вопрос
закончились. Спасибо, Виктор. Да, Виктор, огромное вам спасибо. Я думаю, что это получилось, и последние ваши пункты про мотивацию и такую вот реальность, наверное, да, для слушателей, я думаю, это очень полезно. Огромное еще раз спасибо, что вы нашли время, присоединились к нашему проекту. Очень ценим вашу поддержку и благодарим за время. Спасибо. Спасибо вам большое. Надеюсь, что было интересно. И так или иначе, то, что я рассказал, хоть немножко поможет. Однозначно. На этой прекрасной ноте завершаем сегодняшнюю лекцию. Всем прекрасного вечера и до скорых встреч. Спасибо.